Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Что прямо сейчас спешит в вашу жизнь? Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. В вашу жизнь спешит человек. Смотрите, человек, с кем вас разделили люди. Либо так сложились обстоятельства, что вы с человеком сейчас не вместе. Будто бы в разных направлениях находитесь. Вы, например, там, на юге, он на севере. Да, либо вы там в правой стороне, он в левой стороне. Либо она в левой стороне. Опять же, люди, обстоятельства, ситуации. То есть по причине вмешательства людей, либо при содействии каких-то людей у вас разлука, разлад и, возможно, как пропасть между вами. Вы на человека, на этого, скорее всего, обижены, либо у вас есть претензии к этому человеку. У человечка раньше тоже были к вам претензии, даже обида какая-то была. Но человек узнал для себя причину, почему вы расстались, почему между вами разлука, почему эта пропасть между вами возникла. Человек знает рецепт, у человека есть, как в руках ключ от знаний, как все поменять. Либо кто виноват в том, что между вами это все произошло, случилось. Человек спешит к вам. Спешит с новостями, спешит с тайной, да, с секретом, расскажет вам все, что было, как было, кто виноват, кто постарался, чтобы вы, например, там, не общались, либо враждовали. Для вас это идет и новость, и удивление, и шок. Знаете, как говорят, мой шок был в шоке. Очень похожая ситуация для вас. Плюс, опять же, этот человек лично приедет, и разговор очень у вас такой важный, временами тяжелый, временами эмоциональный, и временами, конечно, шокирующий произойдет. Но, тем не менее, по итогу, смотрите, люди, которые были в разлуке, люди, которые друг от друга отвернулись, снова объединятся, сойдутся. Это очень хороший знак. Смотрите, у кого-то это любовная тема, да? У кого-то это семейные взаимоотношения между родственниками. Опять же, какие-то рабочие вопросы могут быть. Но, тем не менее, вы с тем, с кем вы ссорились, ругались, расставались, расходились, обязательно помиритесь. Помиритесь и восстановитесь. И инициатором всей этой процессии будет именно другой человек, не вы, другой человек. Будет прям вас уговаривать, там, знаете, доказательства, непровержимые доказательства, там, знаете, полный список. Вот то-то, то-то человек сделал это, тот наговорил, этот обговорил, этот вмешался. Да, все это будет вам предоставлено. Ох, незабываемый разговор, незабываемые впечатления и, как следствие, примирение, дружба, взаимоотношения, гармония между людьми. Еще у женщины идет какая-то ниточка, как ниточка, новая дорожка. Знаете, какая-то работа, либо предложение по работе, либо возможность заработать. Ниточка эта уже у вас как в кармане, понимаете? Осталось за нее дергать, да, и дверь откроется. Вам либо уже предложили, либо вот-вот вам будут предлагать какую-то работу, подработку, какой-то вид занятости. Деньги будут платить щедро, а работать нужно будет мало, либо, знаете, как полсилы. Очень хорошее, выгодное предложение. Это именно для женщин идет. Так, может быть, даже какой-то женский коллектив, может быть, вы и еще 2-3 женщины, да, может быть, вы как-то даже объединитесь и вместе что-то будете делать. Но это очень денежно, легко, знаете, как-то непринужденно, да, нету такого, что прям следят, требуют, там, перепроверяют. Вы заработаете
на свои потребности. Либо если у вас есть какие-то потребности в данный момент, их нужно покрыть финансово, у вас все получится. То есть заработанных денег вполне хватит, еще и лишнее останется, там, на мороженка останется. Приятный момент, прям в карман вам эта веревочка идет, ниточка, да, дорожка это в карман к вам идет. Так, а здесь вы узнаете о каком-то большом скандале. Скандал между мужчиной и женщиной. Они скандалят, они ругаются, а вам это приятно. Опять же, вы можете быть пострадавшей стороной, да, то есть вы пострадали от действий этого мужчины и женщины. Вы также можете быть, ну, допустим, мамой мальчика, который завел себе любимку, с которой у вас не сложились отношения. Это могут быть, опять же, родственники какие-то, это могут быть даже соседи. Вот вы узнаете, что там грандиозный скандал, возможно, даже с рукоприкладством, возможно, и с полицией, возможно, даже с последствиями скандал. Но это все логично, этим и должно было закончиться. Что важно? Важно, что все ваши слова, все ваши мысли, вот как вы себе там подумали, либо как вы высказались по поводу этой ситуации, вот они 100% осуществятся. Смотрите, как я вижу, мужчина, именно мужчина, он вам обязательно сообщит о том, что произошло, плюс сообщит в таком формате, что вот как же ты была права, да? Либо ты говорила, как в воду смотрела. И вот этот день, он станет переломным. Мужчина будет по-другому к вам относиться. Да, либо женщина, да, возможно, это ваша дочь, да, там, нашла себе какого-то мужика, который, ну, на ваш взгляд, да, по вашим ощущениям, ей не подходил. Вот она, либо он после этого дня всегда будет слушать вас, прислушиваться к вашим советам. То есть не спорить, не ругаться, даже приходить и советоваться. Да, подскажи, а вот как ты считаешь, отдай совет. То есть в таком формате у вас будут отношения. То есть наконец-таки, как говорится, дошло, что нужно было слушать вас, и что вы дурного не посоветуете. Да, либо все ваши предостережения, все нужно слушать, исполнять, выполнять, и ничего плохого тогда не случится. Кстати, вы сами себе даже докажете, что ваша интуиция, либо ваши логические умозаключения абсолютно все сбываются. Прямо 100 из 100 покажете. Кстати, кто знает эту ситуацию, кто знает ваше мнение по этой ситуации, все вам прям будут аплодировать стоя, да, насколько вы это все предвидели. Насколько все предвидели. Но скандал, конечно, будет очень громкий. И тут даже какие-то последствия возможны. Затяжные, кстати, последствия. Но вас они как-то особо не коснутся. Да, возможно, мужчины и женщины они коснутся, а вот вас нет. Но при этом я вижу, что вы прям на высоте в глазах других людей. Так, еще с левой стороны выходит образ мужчины, очень хитрого мужчины. Мужчина, который как будто бы маски носит. Он умеет играть, он умеет, знаете, как тень на плетень нагонять. Человек, смотрите, либо он сам где-то опростоволосится, да, вот на горячем его поймают, на вранье, на каких-то действиях, может быть, неправомерных. Либо кто-то этого человека за руку поймает. То есть обнаружит, что этот человек что-то скрывал, либо вел какую-то двойную жизнь. Эта информация, она как судьбоносная идет. Судьбоносная. Возможно, с этим человеком вы были в отношениях, либо хотели бы быть в отношениях. А тут все это вскрывается, все это прорывается, да, гнойник прорывается, и вас как ангелы берегут от этого человека. Возможно, вы, ну я не знаю, уже там на грани там, сойти с этим человеком, либо поверить этому человеку, может быть, там, деньги в долг дать этому человеку. И вот оно все вскроется. Либо сам себя вскроет, либо кто-то его вскроет. Вот в последний момент, да, за 5 минут до действия это произойдет. У вас прям мурашки по коже пойдут, да, прям будете думать, боже, а если бы я доверилась этому человеку, а если бы я поверила в любовь этого мужчины, да, если бы я там свой дом пустила, либо деньги одолжила, ой, что бы было, ужас, ужас. Ну, мои хорошие, не забудьте поблагодарить ангела-хранителя. Если есть возможность, даже сходите в храм, поставьте благодарственную свечу. Потому что явно вот ангелы вмешаются для того, чтобы вас защитить и уберечь. Так, еще в вашу жизнь прям спешит, летит, спешит
совсем молодой человек, либо молодая девушка, либо молодой парень. Такое впечатление, что это ученик, либо человек, который будет у вас учиться. Возможно, на работе у вас появится ученик, да, человек, которому будете передавать знания. Либо вы, например, педагог, преподаватель, да, к вам напросится студент, либо, скажем, школьник, да, для того, чтобы вы подготовили к какому-то экзамену, позанимались бы с этим человеком. И мне вот прям идет, что это начало хорошей дружбы, такой доброй, позитивной дружбы между учителем и студентом, учеником. Человек приятный, да и вы очень хороший человек. Смотрите, тут и заработок идет, прибавка, например, к заработку, если у вас на работе ученик. И плюс еще дружба у вас идет с этим человеком. Человек, кстати, очень услужливый, доброту помнит, не забывает, старается вот по максимальному за доброту заплатить добротой. Новый человечек в вашем окружении будет. В вашем сердце будет новый человечек. Так, идем дальше. Тот, кто очень долго молчал. Здесь человек, который очень долго молчал. Не было вести об этом человеке, не было сообщений, не было разговора с этим человеком. Найдется этот человек, найдется. Возможно, вы разыскивали этого человека, не могли найти, а тут сам по себе найдется. Найдется, и, скорее всего, здесь как звонок, переписка у вас будет с этим человеком. Наконец-таки, знаете, как блокада, вот информационная блокада будет прорвана. Во-первых, вы успокоитесь, потому что я вижу, что вы очень переживали за этого человека, за состояние этого человека, за судьбу этого человека. Вы успокоитесь, вы поймете, что ничего плохого не произошло. Даже с той минимальной информацией, которую человек вам про себя сообщит, у вас как от души, от сердца отойдет вот эта тревога, этот страх отойдет. Да, объявится, этот человек объявится, потому что от человека идет мост в вашу сторону. Он не один, их тут 3, видите, один мост, еще один и еще один мост. Опять же, по этому дельфину общение приятное, общение душевное, и ваше состояние, оно улучшается, тревога уходит. Так, здесь маленький дракон у нас прорисовался. Дракон — это хороший знак, знак успеха, знак высокого положения, знак хорошего такого прям предложения свыше. Кто у меня работает, кто занимается своим бизнесом, да, своими какими-то важными делами, заработок свой имеет, то по этому дракону вам суждено получить очень шикарное предложение, либо добиться, да, занять какую-то нишу там выше, чем вы сейчас находитесь. Вы молодец, вы все делаете правильно. Вот это ваша работа, ваши эти недосыпы, надрывы, все эти действия, да, то, что вы там настрадались, натерпелись, все это приведет к очень положительному результату. Так, еще. Здесь очень горделивый человек, очень горделивый. Но это не про вас, это про того, кого вы знаете. Человек, скорее всего, себя в грудь постоянно бил и говорил: да я, да вот, а 5-е, 10-е. Человек немножечко поутихнет, да? Уйдет эта гордость, уйдет эта надменность, и человек, скорее всего, вот как мне идет, займется каким-то делом. Так, идем дальше. Здесь приятный визит идет. Вы кого-то будете посещать, либо вы к кому-то будете ходить. Может быть, даже какое-то деловое свидание. Почему-то вы переживаете, вы не уверены, как это все пройдет. У вас есть какие-то справедливые опасения, может быть, они основаны на чужом каком-то опыте. А вы знаете, с вами так не будет. Нет. Я вижу, что перед вами откроют дверь. Я вижу, что вам будут подавать руку. Я вижу, что вас, знаете, как ребенка вот на руки берут, да, и вот несут. А здесь очень хорошо к вам отнесутся. Вот чем смогут, тем помогут. Что возможное, то и сделают. Да? Может быть, даже какое-то невозможное действие совершат. Вам так будет приятно, что к вам с душой относятся, что вам рады, что вам помогают, что вам не нужно выбивать каких-то вещей, выпрашивать, вымаливать, требовать. Да? Этого всего не нужно будет. Как-то легко, быстро вы свое дельце сделаете, либо вам его сделают. По-человечески отнесутся, вот по-человечески, по-доброму к вам очень хорошо отнесутся. Может быть, это какой-то госорган, да? Может быть, какое-то учреждение, опять же, больница, может быть.
Не ждете вы там доброты, наоборот, вы как-то настроены по-боевому, да, что сейчас придется требовать, либо умолять, да, что-то надо будет делать. Ну, вы знаете, там все вам будут улыбаться, выслушивать, делать свое дело, да, вы будете очень довольны, вы прям выйдете с улыбкой на устах, очень приятно. Только вы никому не рассказывайте, потому что люди, которые пойдут после вас, они уже этого не получат. То есть к ним будут относиться не настолько приветливо, как отнеслись к вам. Здесь у меня человечек с каким-то билетиком, бумажкой в руках пляшет. Возможно, вам удастся купить долгожданный билетик. Вы куда-то хотели поехать, либо куда-то хотели пойти. Может быть, это билет на какой-то концерт, да, либо какое-то представление, какое-то мероприятие, либо действительно билет на транспортное средство. Ну, допустим, да, билет, который отвезет вас в отпуск, либо билет, который отвезет вас к родственникам. И я вижу, что вы прям танцуете. Хороший билет. И знаете, обратите внимание на цифры, которые будут указаны в этом билете. Для вас приобретение этого билета — это уже как удача. Плюс цифры, которые будут в этом билете, они какие-то волшебные. Цифры, которые могут сослужить вам хорошую службу, да, либо цифры, которые могут принести вам какую-то двойную удачу. Прям цифры какие-то необычные идут в этом билете. Ну, по крайней мере, обращайте внимание. Может, там повторяющиеся цифры, либо число какое-то очень необычное. Как знак, как сигнал того, что отныне у вас все будет хорошо. Смотрите, это счастливые цифры для вас. Запомните их, пожалуйста. И этот билетик как-то храните, не выкидывайте. И опирайтесь на те цифры, которые будут написаны в этом билетике. Вот прям привлечет что-то ваше внимание. Так, еще. Здесь кто-то перестанет пить, либо человек сознательно откажется от алкоголя. Это, возможно, кто-то из ваших хороших знакомых, либо членов семьи. Так, кому-то будут предлагать, и человек такую руку выставляет, говорит: нет, пить я не буду, все. Для вас это будет очень удивительно, очень приятно, что человек отказывается от вредных привычек. Так, еще. У кого-то ноги болят. Болят ноги, не знаю, трудно ходить, больно ходить. Может быть, даже как отекают у вас ноги. Какое-то идет простое решение. Простое, очень простое решение. Вы об этом даже никогда не думали, либо никогда не слышали. Я не могу точно вам сказать, откуда вы услышите про это решение, либо кто вам подскажет этот волшебный рецепт. Может быть, доктор в поликлинике, может быть, соседка, да, по лестничной площадке, там, случайная женщина в очереди. Но, тем не менее, сначала вы, скорее всего, скептически к этому отнесетесь, а когда попробуете и увидите результат, вау, сказать, что вы будете рады, это ничего не сказать. Смотрите, я не могу сказать, что все проблемы с вашими ногами будут решены, но то, что идет колоссальное облегчение и визуальное, и вот именно по ощущениям, это 100%. 100%. Смотрите, мои хорошие, когда вы на себе это попробуете, и вам это поможет, это добро передайте дальше. То есть обязательно кому-то еще сообщите об этом чудо-рецепте, да, либо об этом чудо-средстве. Пусть люди тоже лечатся, да, либо облегчают свое состояние. Вот это добро его нужно передать дальше. Нельзя делать стопов. Да? Нужно, чтобы информация, причем положительная, двигалась. Тогда в будущем к вам еще что-то хорошее придет, какие-то хорошие знания, хорошие навыки. То есть вы запускаете вот эту цепочку добра. Не надо, чтобы она на вас оборвалась. Даже если вы никого не знаете, вам не с кем поделиться, просто найдите в интернете, я не знаю, любой форум, да, где люди обсуждают такие проблемы, и об этом напишите. Пусть эта информация идет дальше. А к вам придет в следующий раз более полезная информация. И так это будет на постоянной основе. Так, еще какая-то особо, не могу сказать, мужчина, женщина. Мне идет человек с очень большим ртом и очень грязным ртом. Это человек, который много кричит, человек, который сквернословит, человек, который, там, не знаю, обзывается, троллит.
Человек, которого вы не хотели слышать, да, слушать не хотели, да, противно было слушать этого человека. Рот закроется у этого человека. Причем кто-то закрывает рот этому человеку. Видите, как подходит и вот руками закрывает рот этому человеку. Возможно, это могут быть правоохранительные органы, либо человек, который посильнее, да, помастите будет, да, просто вот подойдет и скажет: так, все, тихо, успокоился, либо успокоилась, и чтобы больше мы тебя не слышали. Да, еще один звук, и все, вылетишь как пробка отсюда. Идет торжество, ваше торжество, еще какие-то люди рядом с вами. Вот, чтобы наконец-таки заткнули рот этому человеку, который не умеет себя вести, да, в приличном обществе, либо человеку, который считает себя просто каким-то пупом земли. Вообще слова, конечно, на языке крутятся очень неприличные, но говорить я их не буду. Все-таки мы на ютубе, не надо. Я так понимаю, что это ваши слова, да, либо вы как-то этого человека очень нехорошим словом называете. Кстати, по справедливости называете. Все прекращается. Это атака словесная на вас, либо на ваш коллектив. Человек будет себя вести крайне осторожно, тихо. И он как мышка, понимаете, как мышка будет себя вести. Так, еще. Здесь какой-то вредитель, либо какое-то вредительство. Что-то было испорчено, побито, поцарапано, украдено, опять же таки, может быть. Найдется тот, кто это сделал. Либо вы узнаете о том, кто это сделал. Очень неожиданная информация. Человека, сразу скажу, вы не знаете. Человек пришлый, но либо вас шокирует причина, почему человек это сделал, либо что сделал именно этот человек. Да, может быть, вы думаете, что там какие-то хулиганы, окажется, что это приличные люди, там, не знаю, академики, профессора, люди там с каким-то супер-бупер образованием. То есть такой шок, да, ну, очень неожиданно, что это именно эти люди. Но не суть. Суть в том, что этих людей найдут, скорее всего, привлекут, либо заставят ответить за содеянное, да, чтобы там скомпенсировали, починили, заплатили, да, либо новое приобрели. Вот. Идет восстановление справедливости. Так. Кому-то идет новый знакомый с машиной на автомобиле человек. Человек, который будет вас возить на своем автомобиле. Возить, подвозить, не знаю, может быть, на машине что-то вам привозить. То есть я вижу, что вы с этим человеком знакомитесь, либо начинаете общаться и начинаете на автомобиле ездить. То есть ходить пешком вы будете меньше, вы будете больше ездить на автомобиле. Такое, знаете, выгодное знакомство, приятное знакомство. Так. Какое-то мелкое мошенничество, не знаю, в магазине, на рынке. Будьте поаккуратней. Не ленитесь проверять вес, не ленитесь пересчитывать сдачу и не ленитесь отстаивать свои права, даже по мелочам. Знаете, как могут обсчитать, могут не додать, могут вообще не то вам запаковать, положить. Вот такой момент идет как предупреждение. Будьте бдительны, будьте внимательны, все проверяйте, перепроверяйте. И, конечно же, если что-то не так, об этом говорите, возвращайте свое, да, либо просите, чтобы вам правильно отвесили, либо правильно посчитали. Так, еще ваше мастерство. Что-то вы делаете, и делаете на постоянной основе. Кто-то вяжет, кто-то шьет, кто-то вышивает, кто-то пирожки печет, да, тортики делает. К вам кто-то будет обращаться для того, чтобы вы для этого человека сделали заказ. Для вас это настолько будет неожиданно, настолько будет приятно. И знаете, немножко будете смущаться. Да? Смотрите, ни в коем случае не отказывайтесь. Если вам неудобно брать деньги с этого человека, ну возьмите бартером. Да? То есть вы что-то связали для этого человека, человек, например, там, принес вам за работу, пусть это будет какая-то еда, да? Либо пусть это будет какая-то услуга. Да? Может быть, человек массаж хорошо делает. Вы ему носочки, либо ей, а она вам массажик сделала. Да? Только не отказывайтесь. Смотрите, этот человек вас может прославить.
действительно прославить. То есть настолько понравится ваша работа, настолько понравится то, что вы делаете, человек будет это показывать, рассказывать, там широкий круг общения, либо общество, в котором он вращается, либо она нуждается в том, что делаете вы. То есть идет как реклама вас, реклама вашей работы, реклама ваших умений. Излишняя скромность. Либо, знаете, как этот страх, что ой, что же люди скажут, как они осудят мою работу, может от вас отодвинуть эту возможность. Возможность прославиться, возможность иметь клиентов и возможность иметь дополнительный заработок. Скромность, конечно, очень хорошо, но реклама еще лучше. Да? Так что не стесняйтесь. И еще раз говорю, неудобно брать деньгами, возьмите бартером. Вот. Но человеку эту работу сделайте, либо для человека выполните то, что он хочет. Идет именно реклама вас. Так, и еще напоследок, что-то мелкое исполнится, какая-то ваша мелкая мечта, какое-то ваше желание. У кого-то прям отыграется, что вы сидите и думаете, ой, хочу это. Звонок в дверь, приходит кто-то из ваших близких и приносит это вам. Да? Либо подруга вам звонит и говорит, ой, ты представляешь, вот была в магазине, продавали то и то, а я помню, ты хотела, либо я помню, тебе нужно было, я для тебя купила. Вот, то есть получите то, о чем вы думаете, либо то, чего вы хотите. Идет к вам прям в руки. И это похоже на такое мелкое, приятное чудо. Так, мои милые, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.